Кизик заканчивается на букву К с добавлением гласной окончания М. Она меняется на букву Г. Минин кизигым. Дальше. Синин окулахым. Окулах. Твоя, твой учебник. Окулах заканчивается на букву К и с добавлением гласной окончания Ан. Оно меняется на букву Г. Синин окулахым. Дальше. Сиздин сыныбыңыз. Ваш класс. Смотрите. Сынып заканчивается на букву П с добавлением гласной окончания «ыныз». Оно меняется на букву Б. Сиздин сыныбыңыз. Дальше. Onun кітабы. Кітап заканчивается на букву П с добавлением гласной окончания. Оно меняется на букву Б. Onun кітабы. Ее книга. Теперь рассмотрим примеры в множественном числе. Слово «біздің». Біздің үйіміз. Наш дом. Смотрите. Слова заканчиваются на согласные, поэтому добавляется окончание «эміз». Біздің үйіміз. Дальше. Сендердің көшелерің. Смотрите. Слово «сендердің» – ваш. Вот, көше – это улица. Смотрите, сперва добавляем куттык жалғау, көшелер, потом уже окончание во втором лице. Сендердің көшелерің, ваша улица. Дальше. Сіздердің көліктеріңіз, ваша машина. Дальше. Смотрите, на слово көлік мы сперва добавляем окончание тер, куттык жалғау, потом уже окончание во втором лице уважительное. Эніз. Сіздердің көліктеріңіз. Ваши машины. Дальше. Олардың атасы. Их дедушка. На слово ата, так как она заканчивается, смотрим на последнее слово, она заканчивается на гласные и добавляем окончание с. Олардың атасы. Также не забываем про твердый слог и мягкий слог. Если слова заканчиваются на твердый слог, вот, например, окулах, видите, добавляется твердое окончание. Если слово заканчивается на мягкий слог, как слово «е», добавляется мягкое окончание «м». Так, мы так закончили объяснение.